Управление Национального банка Кыргызской Республики 29 августа приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 14%. Решение вступает в силу с 30 августа 2022 года. Сохранение глобальной инфляции на высоком уровне вместе с геополитической неопределенностью остаются значимыми факторами развития экономической ситуации в Кыргызской Республике. В этих условиях Национальный банк продолжает проводить денежно-кредитную политику в целях ограничения инфляционных процессов в экономике и ослабления рисков внешнеэкономической среды. Инфляция в августе текущего года составила 15,4%. В июле она составляла 13,8%. Основным проявлением сохраняющегося инфляционного давления является отсутствие сезонной дефляции летом текущего года. При этом замедление инфляционных процессов ожидается в первой половине 2023 года на фоне стабилизации и адаптации мировой экономики к новым торгово-экономическим связям на глобальных товарно-сырьевых рынках. Также существенный вклад в замедление инфляции окажет проводимая денежно-кредитная политика Национального банка и реализуемые меры Кабинета министров Кыргызской Республики по стабилизации инфляции в стране. Экономическая активность в Кыргызстане поддерживается устойчивым восстановлением внутреннего спроса. По итогам 7 месяцев 2022 года темп прироста экономики составил 7,7%. Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор 4,7%. В секторальном разрезе наибольший рост производства отмечается в отраслях промышленности, услуг и сельском хозяйстве. Дополнительный стимулирующий эффект на повышение внутреннего потребления оказывает наращивание кредитной активности и денежные переводы. Принимая во внимание условия развития внешней и внутренней экономической среды, Национальный банк принял решение сохранить размер учетной ставки на уровне 14%. Национальный банк будет придерживаться текущего направления денежно-кредитной политики до тех пор, пока инфляционные риски не будут смягчены. В случае возникновения каких-либо рисков Национальный банк может внести дополнительные корректировки в проводимую монетарную политику.